прадстаўнік Белпола Владимир Жигар з намі на відэасувязі. Вечар добры, спадар Владимир. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, ну, пачнем па чарзе, да рэпрэсій дойдзем, пачнем ад гэтай гучнай заявы чарговай Александра Лукашенка датычна абсалютнай зброі. Зноў загаварыў пра неабходнасць стварыць штосьці супрацьдзеяння БПЛА. Раней былі размовы пра беларускі лазер. Я бы, можа, здалёк з вами знайшоў бы да гэтую тэму. Спадар Владимир, а ў прынцыпе, наколькі гэта ўвогуле рэалістычная задача? Ці цяпер хтосьці у свеце, з лідараў, не лідараў, па вайсковай узбраенні мае такі падобны універсальны сродак супраць дронаў? Ну, насколько известно, в принципе, у Китая, у США и, если не ошибаюсь, у Израиля есть определенные наработки по данному направлению, но представить, например, что Беларусь сможет нечто подобное произвести и поставить это на такой на серийный выпуск и использовать, ну, честно говоря, возникают очень такие серьезные сомнения, потому что как раз сегодня лично я работал с определенными документами, которые свидетельствуют там о будущем, именно в целом по Беларуси, и в том числе касаемо там ГВПК. Ни о каких там лазерах речь не идет, там идет больше о еще большей кооперации Беларуси и России именно в военно-промышленном комплексе. Спадар Владимир, ну я таксама перад эфірам, каб ужо не гуляць в адны варота у гэтай дыскусіі, што нібыта вось там беларускі ВПК там не здольны, але я паглядзеў, што калісьці беларускі ВПК быў здольны выпускаць канкурэнтныя рэчы, і нават тая ж самая сістэма ПВО, заснаваная на ракетах этих С-125. Зараз тут эта аўдыторыя, магчыма, не шмат што кажа, я толькі пералічу, што ў нас, в прынцыпе, ёсць напрацоўкі, да? Гэта і прадпрыемства «Пелінг», которое цяпер актыўна працуе на расійскай ВПК і вайну ва ўкраіне, і ва ўсіх санкцыйных спісах, але яшчэ 10-15 год таму ён рабіў прыцэлы, якія нават ставілі ў французскім войску, вось, у натаўскім войску. Ну і цяпер я паглядзеў, мы збольшага толькі вось боепрыпасы прадаем Расіі, так? Няўжо вось гэтыя тэхналогіі базавыя, которые былі в нулявых годах, яны ўжо сёння не актуальныя? Ну, некая ж база тэхналагічная, навуковая ёсць у беларусаў, да? Тыя ж самыя паланезы. У чым тут можа быць праблема? Чему мы не можем створить? Ну, смотрите, если говорить, во-первых, это было когда-то давно, это было 20 лет назад. И за эти 20 лет, в общем-то, все шагнули вперед, а Беларусь, в принципе, сделала шаг вперед, потопталась и вернулась назад, потому что основным рынком сбыта является Россия. Там не нужны какие-то, там, не знаю, высококлассное оборудование, какие-то узлы высококлассные. Там поставляют туда то, что им необходимо, то, что, в общем-то, какие-то корни, можно сказать, лежат в Советском Союзе. Поэтому, да, сейчас Пелинг, Планар, МЗКТ, Интеграл. Для того, чтобы развиваться, нужны деньги. Для того, чтобы находить новые рынки сбыта, нужно новое высококлассное оборудование. Но когда ты работаешь на войну, за это ты получаешь санкции, в общем-то, ну, наивно считать, что ты сможешь находить откуда-то деньги и выходить на мировой рынок. Поэтому сейчас, в принципе, все белорусские предприятия заняты тем, что поставляют то, что нужно русским, и модернизируются именно в этом контексте. Ну, я тады даблю яшчэ одно пытанне ёсць уже па гэтых універсальнай этой зброі ці абсалютнай зброі, як сказаў Лукашенко, і да іншых матываў. А магчыма, такі варыянт, як ужо Беларусь неаднойчы рабіла ў тых жа самых нулявых, гэта калі проста мы не здольныя стварыць сваю тэхналогію, дык мы ці то пазычаем, ну ці то наўпрост нават і крадзем, а проста там сваю налепачку, гарызонт наклеіваем. Напрыклад, у дадзеным выпадку той жа Кітай, вы назвалі сярод краінаў лідараў, так, у дронавай этой бяспецы, мог бы падзяліцца з намі такімі распрацоўкамі, тым больш паводле там дыпламатычнага рангу адносіны паміж намі і Пекінам, ну, знаходзяцца на высокім узроўні. Ну, на самом деле, даже на эту ситуацию можно посмотреть через призму того же самого полонеза. Потому что полонез – это часть, это белорусского производства, ну а часть, в том числе ракеты, это китайского производства. А Китай решил не передавать никакие там условно чертежи, либо вообще схемы, как это там производится, как это все компонуется. И поэтому сейчас Беларусь
активно уже несколько лет разрабатывают реактивные двигатели, пытаются находить взрывчатку, пытаются это все комбинировать для того, чтобы был, скажем так, такой полный цикл производства этого РСЗО. Но ситуация такова, что нету производств, которые производят взрывчатку, приходится все равно это закупать. Беларусь сталкивается с серьезными проблемами по данному направлению, и пока развитие именно своего такого ракетостроения, если можно так выразиться, идет не теми темпами, которые хотелось бы Лукашенко. А ты больше как в Украине. Так. Ну, это безусловно. Спадар Владимир, ваша ініцыятыва Белпол, як і сёння вы таксама ўзгадалі, вельмі шчыльна сочыць за прадпрыемствамі, якія дапамагаюць Расіі весці вайну, за беларускімі прадпрыемствамі. У сувязі з сітуацыяй вакол Wildberries і сённяшняй інфармацыі, што паскоранымі тэмпамі дабудоўваюць склад пад Менскам, хаця пазней яна была абвергнута прадстаўнікамі прэс-службы Wildberries. Тым не менш, пытанне, ці ініцыятыва Белпол цяпер прыглядаецца да складоў Wildberries, да магчымага развіцця гэтага прадпрыемства ў Беларусі? Ну, здесь, наверное, больше нужно спрашивать у представителей Украины, присматриваются ли они к Wildberries на территории Беларуси. По сути, Беларусь становится своего рода таким перевалочной базой, сборочным цехом. Это же не в первый раз. То есть, когда мы говорим, например, по Wildberries, это одна ситуация. Но, в принципе, то же самое происходит и с теми предприятиями, которые работают на войну. Такие же предприятия находились в России. Белорусские работники из белорусских предприятий ездили в Россию обучаться, как работать на тех или иных линиях, и возвращались потом в Беларусь. Но со временем этих просто предприятий в России не стало, просто благодаря, скажем, высококлассной работе вооруженных сил Украины. И Россия в какой-то мере прячет определенные предприятия, важные предприятия на территории Беларуси для того, чтобы понимать ударов по Республике Беларусь. Станет ли переломным, например, открытие какого-то склада на территории Беларуси компании Wildberries? Не думаю. В связи с той работой, которую проводит Украина, думаю, что это как-то коренным образом не повлияет на эту компанию, в лучшем случае. В лучшем смысле этого слова. Спадар Владимир, ну раз мы уже тады говорим про Wildberries, мне это увесь час пытанне мучае, бо мы дагэтуль таксама можа збольшага пытання да украінцаў ці там расіянаў, якія ў гэтым канфлікту наймацней замяшаныя, ну але мы таксама тут саўдзельнікі пэўныя, правільна, таму як бы маем права гэта абмяркоўваць. Сама эфектыўнасць гэтых удараў па Wildberries і прычыны гэтых удараў Кіеў тлумачыць вельмі па-рознаму, часам размыта. То там тлумачачы, што гэта там крэдытная вся сістэма праз ВТБ банк, который крэдытуе гэту арганізацыю, вся ляжа і там хаос пачнецца эканамічны, то гэта таму, што там двайнога прызначэння шмат тавараў працавалі, так? Але я таксама паглядзеў, што там 30-40%, як кажуць тыя ж мясцовыя расійскія эксперты, гэта крупны бізнес, як правіла, з Китая і з Індыі. І вось на вашу асабістую думку, з вашай перспектывы, гэта не можа быць такі таксама своеасаблівы удар Украіны па Китаю, по китайским интересам у России и по ее, скажем так, политике такой нейтрально, которая вынікае і падтрымка у выніку расійскай вось этой вайсковай агрэсіі, бо ўжо колькі там экспертаў кажуць, што рэальна, калі Кітай захоча спыніць гэтую вайну, ён проста спыніць падтрымку Расіі, але гэтага не робіць. Вы тут не бачыце таксама сувязь, што вось гэта можа быць удар па інтарэсам Китая, ну і ў нашым выпадку гэты Wildberries беларускі знаходзіцца на тэрыторыі Вялікага Камня, китайских инвестиций, так, территория, так, тому тут таксама може асаблівая быць пагроза для гэтага склада. Як вы бачыце? Ну, если говорить про какие-то угрозы для Беларуси, тут нужно понимать, ничего в Беларусь не полетит, пока с Беларуси по Украине ничего не полетит. И я не думаю, что склад Wildberries на территории Беларуси будет одной из первых целей. Других целей достаточно, непосредственно те предприятия, которые производят боеприпасы, оптику, микрочипы, те же самые НПЗ. Вот это как бы первые компании, первые объекты, которые могут попасть под удар.
Удар ли это по Китаю? Я не скажу, что это удар, но это такое обозначение позиции. Потому что на самом деле мы это видим даже по ситуации в Беларуси. Китай, он не хочет работать напрямую, поставляя какие-то там товары двойного назначения, либо активно участвуя там в передаче каких-то своих разработок. Но он готов поставлять какие-то комплектующие, с теми же самыми прицелами для бронетанковой техники. Он был готов производить определенную работу, то есть какие-то части от прицелов делались в Китае. Причем это делалось не там по какой-то скидочной цене, а такой, в принципе, по достаточно нормальной цене. И чертежи, и весь техпроцесс переводился на китайский язык. И это делалось в Китае, Китай на этом зарабатывал, он поставлял в Беларусь уже какие-то части, это все потом компоновалось и продавалось как единый такой продукт в Россию. Поэтому Китаю, в принципе, война это удобно. А он торгует достаточно серьезно. И с Россией он торгует достаточно серьезно. И с Беларусью он прекрасно осознает, что те или иные там, товары, они в конечном итоге попадают на войну. Непосредственно Китай продал заводу корпусных изделий линию по запрессовке взрывчатых веществ. Также Беларусь очень активно рассматривает именно Китай как страну, которая будет поставлять в Беларусь части для взрывчатки, которые они производят в Беларуси. Поэтому Китаю это все, безусловно, удобно. И те удары, которые наносит Украина, наверное, такое обозначение позиции, но не думаю, что это прям такой непосредственно удар по Китаю. То змяняем спадар Владимир тэму на ўнутраную палітыку. Здавалася б, тут незалежныя там інстытуты ў выгнанні, палітычныя, грамадскія, там офіс Святланы Ціхановскай, аб'яднаны пераходны кабінет. Зразумела, з якой нагоды вось цяпер у медыйных публікацыях з'яўляюцца інтэрв'ю і нагадванне пра тое, што вось канферэнцыя Новай Беларусі з 8 жніўня у Варшаве з нагоды 6-й гадавіны падзеяў выбараў у Менску 2020 года і гэтак далей. Тут зразумела, вось это іх палітычны дэмакратычных сілаў капітал 2020 год. А чаму сілавікі і беларускія ўлады ў Беларусі зноў падымаюць гэтую тэму вось сваімі дзеяннямі, як паведамляюць праваабаронцы з віцебскай вясны, ходзяць па адрасам 2020 года людзей, которые унесены ў гэтую базу беспарадкі, якія былі там недзе заўважаны, прыкмечаныя. Што гэта такое з іх боку? Навошта ім падымаць гэтую тэму? Не самую зручную для іх? Потому что они прекрасно осознают, что происходит. И никакой, скажем так, никакой разморозки в Беларуси нет. Никто там не перевернул страницу. Они все прекрасно понимают, что если ты не будешь закручивать гайки, если ты не будешь давить, а если при этом милиция еще на это все смотрит с такой точки зрения, что не дай бог, через 6 лет закатывания в асфальт всего, кто-то 9 августа возьмет и выйдет, даже если это будет там 10-15 человек, это будет просто кошмар для системы. Поэтому они все прекрасно понимают. Репрессии в Беларуси не остановились. Их замаскировали, их какие-то репрессии спрятали. Часть, например, просто подают не как репрессии, а как там какие-то условно-экономические, там, не имеющие к политике какие-то дела. Но ничего, в принципе, в Беларуси не изменилось. Система прекрасно помнит август 2020 года. Она прекрасно осознает, что если она упустит инициативу даже там на секунду, то август 2020 года может повториться. Что нет никакого внутри общества там, согласия, мира и любви друг к другу. И поэтому они это делают и будут делать, и в принципе, как я уже сказал, ничего не меняется. Так, адзінае, што шкада будзе так, што вось якая мэта гэтых дзеянняў, бо і так шмат з'язджае з Беларусі, ці каб это не павялічвала міграцыю з іншага боку. Их идея простая: запугать, показать, кто здесь главный, чтобы, не дай бог, вы не подняли голову.